Здравствуйте, в эфире программы «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Я приветствую всех телезрителей канала «Новый век». Смотрите сегодня в нашей программе. И это только показатель. Должны уже понять, что это часть жизни. Задача властей каким-то образом пойти навстречу. Это несложно. Анатомия гражданских протестов. Огни большого города. Я считаю, что каждый журналист должен отвечать за свою честь. Я называю его одним из своих учителей. Он остается и для меня примером глубокой, ответственной, деятельной любви к родине. Евгений Примаков. Личность планетарного масштаба. Город Набережные Челны должен стать родным городом для приехавших людей. Это вне конкурса, дети вне конкурса. Вся земля буквально занята панамками, рубашонками. В общем, одна детвора. От А до Р. ТССР 80-е или как увеличивали брачность. Я абсолютно уверен, что про драку защитников исторических зданий с сотрудниками частного охранного предприятия на этой неделе при сносе бани в Дербышках мало кто из татарстанцев знает и помнит. Все-таки это не римские термы. Коротко о сути дела. Баня в Дербышках прекратила свою деятельность несколько лет назад в связи с износом оборудования и здания. Участок вместе со зданием продали еще в 2014 году частному инвестору, депутату Казанской городской думы Эмилю Хуснутдинову, который в этом году решил снести здание бани и построить на ее месте современный жилой комплекс. Сразу оговорюсь, здание бани не является охраняемым объектом, не представляет, согласно документам, никакой исторической ценности. По крайней мере, председатель Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия Иван Гущин озвучил эту позицию. Вот так баня выглядела совсем недавно. Казанские краеведы считали, что эта баня, построенная в 1949 году по проекту знаменитых казанских архитекторов Георгия Солдатова и Павла Саначина, является образцом сталинского неоклассицизма в архитектуре и, следовательно, может быть включена в состав объектов культурного наследия. Смотрите, здесь были вот такие оригинальные арочные окна над входом, а также имитация белых колонн на фасаде. Подчеркну, на этом мои архитектурные познания заканчиваются. И я, честно говоря, боюсь ступать на зыбкую почву личных вкусов и предпочтений. Давайте поговорим о другом. Об анатомии гражданских протестов, которые в последнее время захлестнули нашу страну в целом и республику в частности. Только слепой не видит, что в последнее время градус напряжения в обществе растет. И здесь несколько факторов. Благодаря социальным сетям предельно упростились вопросы организации массовых акций и митингов. Во-вторых, увеличивается количество людей, не удовлетворенных своей жизнью и растущим расслоением в обществе. Этот внутренний протест против социальной несправедливости канализируется, то есть находит свое выражение в массовых протестах, сконцентрированных на нескольких темах. Это, конечно, охрана исторического наследия, экология, строительство новых дорог и новой инфраструктуры и, конечно, недовольство властью. И здесь наблюдается некий парадокс. С одной стороны, общество стало заметно более вовлеченным в процесс принятия многих решений. С другой стороны, люди стали менее терпимым к тому, кто не разделяет мифическое общественное мнение. И главное, наши сограждане потеряли всякую веру в любое компетентное мнение и экспертное знание. Что нам ждать теперь? И почему подобные события не способствуют налаживанию диалога между обществом и властью? Об этом Михаил Любимов. Всем страдающим без исключения свойственна ужасающая охотчесть и изобретательность в отыскании предлогов к мучительным аффектам. Они наслаждаются уже своей подозрительностью, ломая головы над всяческими злыми умыслами и мнимыми ущемленностями. Они роются в потрохах своего прошлого и настоящего в поисках темных, сомнительных историй, где им вмочь сиборитствовать среди избытка мучительных подозрений и опьяняться ядом собственной злобы. Им мерещатся злодеи в друзьях, женщинах, детях, во всех ближних. Я страдаю. Должен же кто-нибудь быть в этом виновным. Так думает каждая хворая овца. Фридрих Ницше. Почему нам говорят? Почему говорят, что мы
слушайте, ну хватит, ну сколько можно бороться? А теперь вы нас решили еще и отравить. И это только показатель. Ты что тут нам нарядился? А ты что здесь сидишь? Да, ты мне тоже руку отойди, пожалуйста. А ты меня не провоцируйте. Сейчас. Но мне кажется, все мы и власти разных уровней, муниципальные в первую очередь, должны уже понять, что это часть жизни. Есть система, которой можно манипулировать. В этой системе, в социальной системе, созрели вот эти настроения. Социально-экономическое положение россиян ухудшается в силу разных причин, но это лишь система для тех, кто манипулирует этой системой. Наверное, мы не должны забывать, что все происходит на фоне подпорченной такой социальной ситуации. Безусловно, этим пользуются, эти протесты так или иначе пытаются использовать в своих каких-то политических интересах, да. Они хотят нас вообще уничтожить, одним словом. Хватит печь пирожки! Не надо печь пирожки! Понять толпу в России можно. Люди не забыли не то что пенсионную реформу. Люди не забыли итоги приватизации. Они не забыли даже референдум о сохранении СССР, когда никто не прислушался к их мнению. Далековато? О нет. Жизнь — череда событий. И каждый из нас, что называется, давно уже накопил. Хотим мы жить и счастливо, растить своих детей. С чинушами мы боремся, травители людей. Я бы, например, желал бы, чтобы наступили конкретные времена, когда пальцем указывалось на то, кто враг. Но это подсудные дела, это ответственность, понимаете, да? А вот какой-то эфемерный враг по Ницше, который непонятно витает, и он заходит, и им можно манипулировать так универсально. Некая такая невидимка, с помощью которой можно, влиять на народ и решать свои задачи. Конечно, простой обыватель, он, конечно, просто жертва, он хочет сходить в баню, он хочет быть счастливым, ему говорят, почему ты несчастен, ему говорят, куда направление, куда идти, кто виноват. Любая какая-то вот такая точка может стать триггером для выражения протеста. Естественно, кто-то воспринимает нас за каких-то баламутов, пытающихся, как говорят, раскачать лодку. Теперь им нужна дорога. Представляете, как котят будут давить наших деток? Остановить, не дать сломать или самим что-то такое сломать. Символом борьбы с какими-то проявлениями того, что народу не нравится, оно всегда имеет такие очень радикальные формы. То есть если протест, он должен быть прям таким протестом качающим. Потому что просто выйти мы не слышим себя в этой ситуации. Сложный мир с его оттенками непонятен и неизвестен толпе. Протест выстроен на одной единственной идее врага, и толпа стремится молниеносно Во время обсуждения проблемы мусоросжигательного завода приезжают эксперты, они говорят технические подробности о строительстве завода, убеждают людей, что, соответственно, это не страшно, что это практика многих государств и так далее. В это время врывается разгоряченная толпа и, не слушая никого, сметает этих экспертов со сцены.
вот берет микрофон в свои руки и говорит: а мы вот так думаем. Это совершенно некомпетентная комиссия для проведения слушаний. Она не объективна, она заинтересована. Ну, преодолеть экспертное мнение, я думаю, здесь нельзя. Вот здесь узкие технические области. Своего рода там эрзац или какой-то скол толпы, это как раз вот экоактивизм, который не хочет вообще никого слушать, да, то есть встречных аргументов. Все, кто не из нашей прописки, вон из зала! И какие бы рациональные обоснования ни приводились, они все перекрываются, перечеркиваются, заглушаются вот этим вот эмоциональным позывом. Долой, доколе. Вы такие, всякие и так далее, и так далее. Люди, находясь в толпе, могут заразиться теми идеями, которыми, собственно, эта толпа выражает. Да? Если толпа начинает освистывать какого-то футболиста, да, то и этот человек, который до этого даже не знал его фамилию, да, тоже начинает освистывать, говорит, как он плохо играет. То же самое, наверное, присутствует при любом митинге, при любом протесте, когда люди выходят, их выходит достаточно много, они понимают, что вот эта сила, сейчас мы, значит, куда-нибудь направимся, пойдем, мы докажем свою правоту. Нам такая власть не нужна! Но, оказывается, мы способны еще куда-то выходить и что-то предпринимать. Просто повод, по которому мы объединяемся, он вот такой. То есть, знаете, есть спорт, это какое-то продуктивное совместное переживание, есть такое негативное совместное переживание. Вопрос, почему мы ищем именно эту форму сообщности? Почему нам вот кажется вот это продуктивнее, полезнее? «Народ нестабилен», писал французский социолог Габриэль Тарт. Именно этим он и страшен для власти, неуловимой, стремящейся к превращению во всемогущую силу, над которой не властен никакой закон, поскольку она отвергает его и в то же время считает своей основой. Сообщество тех, кто лишен сообщества. Замените толпу публикой, и вы увидите рост терпимости и даже скептицизма. Публика не подчиняется вождю, она вдохновляется им. У нее нет коллективных галлюцинаций. Ее не преследуют воображаемые враги, она не устремляется навстречу тому, чего не видит и не знает. Но возможно ли заменить спонтанные массы массами дисциплинированными? Не сегодня. Не сегодня, когда еще сильны все пропальщицкие настроения и когда мы уже вдохновляемся этими картинами священной мести, отражением морали рабов, ницшеанского ресентимента, тщетности всех законных попыток повысить свой статус, толкающих на поиск и уничтожение мнимого зла и на новые социальные роли. Это может быть то, что я сконструировал искусственно. То есть вот я сконструирую и предлагаю вам себя вот такового. Вам понравится? Тогда вот, пожалуйста. Или у меня еще есть парочка в запасе вот этих масок. То есть и я их меняю ситуативно. Явился условный Джокер, да, модная тема сейчас, и толпа пошла. Ни о чем не надо думать. Ни о чем не надо думать. Надень на себя маску клоуна, закройся ей. Это твоя новая социальная роль, и вперед. Разрушай. Ты униженный, ты оскорбленный. Вот здесь нам кажется, что мы специалисты, то есть мы теперь все эксперты. А что мне мешает высказаться на своих социальных страницах, сказать, заявить о себе, и все это увидят? Я понимаю себя как автора. Вот я уникальна, у меня уникальное мнение. Если все могут говорить, публично заявлять, то все имеют такую политическую позицию мощную. Неважно, что под ней нет каких-то оснований рефлексии глубокой. Это совершенно не важно. Символ чего-то, под которым ничего не находится. Это означающее, под которым нет самого предмета значения. Все равно эти протесты будут, и задача властей, на мой взгляд, понять это и каким-то образом пойти навстречу. Это несложно. Михаил Любимов, Андрей Мохов, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней.
И я хочу, чтобы меня правильно поняли. Я не верю в теорию заговоров. Поэтому далек от мысли, что за любым народным протестом всегда стоят некие темные силы. Есть объективные причины в обществе для недовольства властями, конкретными чиновниками, вне всяких сомнений. Имеют право люди на законный протест, критику, даже не обсуждается. Тут важно подчеркнуть ключевые, на мой взгляд, моменты. Нужно всегда, как бы остро ни стояла проблема, оставаться в рамках правового поля. И второе, нельзя позволять манипулировать собой, нельзя поддаваться на уловки провокаторов, которые всегда присутствуют на протестных акциях. И чтобы подтвердить мои слова, давайте посмотрим вот эти кадры с акции протестующих против сноса бани в казанском поселке Дербышки. Я хочу с тобой встретиться один на один. Давай встретимся. Вы хотите, вы не в моем вкусе? Нет, а вы в моем вкусе? Смотри, за руки, видишь, как за лицо. Пожалуйста, мое личное пространство. Не а ты мое личное пространство совершил. Ты понимаешь, из-за чего? Где мы с тобой встретимся, скажи мне. Один на один с тобой готов встретиться. Вот Давай. этого клоуна, пожалуйста. Я сейчас такой клоун у тебя. По-моему, это кто ты? Ряженый здесь. Ты что тут нарядился? А ты что здесь сидишь? Это ты мне тоже ругаешь. Пойди, пожалуйста. А ты меня трогай. Не провоцируйте. У меня руки за спиной, меня не трогайте. Я могу тебе так же. Не надо трогать. Руки поднимите. Физическую силу. Что приехать должен ваш... Здесь общественная территория. Что это такое вообще? Он что тут хозяин, что ли? Предупреждаем, сейчас будем применять к вам физическую силу и будем передавать сотрудникам полиции по административному. Крикните фас! Делайте хулиганство. Это территория, Он ее за волосы таскал. Кто тебя ударил, кому такое дерьмо? Просто очень хорошо себя ведете. Фиксируйся, фиксируйся. Я же воспитанный человек. Ты человек. Какой ты человек? Пожалуйста, женщины справляться. Ты меня просто взмахивал своими кулачищами. Козел, блин. На женщину, на женщину. А что это? А как так? А то, что ты меня это руки ломал, это нормально, что двое на меня? Двое на меня. Вы что делаете-то? Берите штуку. Вон хетки такие. Колени вставать. Вот штуки. Две штуки. Берите две штуки, козлы. Берите. Сколько бабла? Давайте берите. Нет, за бабло. Ну как они красиво выстроили. Это мужчина, вы как на Украине, да? Здесь нас заинтересовала даже не эта интеллигентного вида женщина в очках, похожая на учительницу, которая в порыве чувств ругается матом на всю улицу и бросается грудью на охранников, а некий Андрей, который явно всячески пытается спровоцировать охранников на силовые действия. Давайте еще раз посмотрим. Берите две штуки, козлы. Берите. Сколько бабла? Давайте берите. Нет, за бабло. Никого вам не напоминает этот человек, который разбрасывает деньги перед охранниками и призывает их встать на колени? История всегда повторяется. Один раз в виде трагедии, а другой в виде фарса. Это очень похоже на Викторию Нуланд, татарстанского разлива, представителя американского госдепа, которая, как вы помните, кормила печенюшками спецназ на Киевском Майдане. Наш местный провокатор Андрей, как вы заметили, работает не один. Рядом с ним сообщник, который все время предупреждает о приближении полиции. Увы, это уже не выдумки, это реальность. Есть технологии создания обострения и управления протестами. Я бы обратил внимание еще на одну тенденцию последнего времени. Технологии эти становятся все более изощренными, опасными и охватывают не только традиционные средства массовой информации, но и так называемые социальные сети, блогеров и так далее. Все, как говорится, смешалось в современном мире масс-медиа, хотя роль и ответственность классических СМИ и настоящих журналистов никуда не исчезала, не испарилась. Я это сказал и вспомнил свое же телевизионное интервью 20-летней давности с Евгением Максимовичем Примаковым. На этой неделе исполнилось бы ровно 90 лет этому выдающемуся политику, дипломату, государственному деятелю, ученому и журналисту с большой буквы.
Тогда, в 1999-м, уже экс-премьер-министр России Евгений Примаков во время первого своего визита в Казань и в Татарстан говорил мне о роли и предназначении журналиста на современном этапе. Примечательно то, в какой момент произносил он эти слова. Период, когда на него лично и на его соратников по политическому блоку «Отечество вся Россия» обрушивался со стороны СМИ не просто огонь, а, можно сказать, шквал. Нет, не критики, а откровенной лжи, поклепа и клеветы. И особенно преуспел на этой ниве телекиллер Сергей Доренко. Евгений Максимович тогда сказал в интервью: «Не дождетесь, не забьюсь в истерике». И еще очень дорогие и важные для меня слова. Когда говорят средства массовой информации как-то нивелируют роль журналиста. Вы правильно отметили, я 15 лет был профессиональным журналистом. Я считаю, что каждый журналист должен отвечать за свою честь, за свое достоинство. Он должен быть непоколебим под натиском даже, если кто-то на него жмет и заставляет его что-то делать, что противоречит его убеждениям, его морали, если хотите. 29 октября исполнилось бы 90 лет Евгению Примакову, советскому и российскому государственному деятелю, дипломату, ученому-международнику, специалисту по Ближнему Востоку, как мы уже сказали, блестящему журналисту, как сейчас часто пишут в статьях, личности планетарного масштаба и мышления. Его с особой теплотой вспоминают в республике. Евгений Максимович дружил с первым президентом Татарстана Минтимиром Шаймиевым и семьей председателя Торгово-промышленной палаты республики Шамиля Агеева. Тимур Бекмурдин о личности, политике, ученом и государственнике. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Сегодня в студии ГТРК «Татарстан» лидер избирательного блока «Отечество вся Россия», академик Российской академии наук Евгений Максимович Примаков. Это был его первый визит не только на телевидении Татарстана, но и в Казань. Город, который, по признанию самого Евгения Максимовича, сразу запал ему в душу, где ему потом всегда будет комфортно, где ему неизменно рады. В Казани у Евгения Примакова были, пожалуй, одни из самых верных и преданных друзей-соратников. В силу многих причин. Одна из них личная, очень крепкая дружба с первым президентом Татарстана Минтимером Шаймиевым. С Минтимиром Шариповичем я знаком давно, и его очень уважаю. А в 99-м они не просто друзья, а вместе с тогдашним мэром Москвы Юрием Лужковым основатели новой политической силы «Отечество вся Россия». Примаков на тот момент удобная мишень для критики, и политические оппоненты не гнушаются никакими средствами борьбы, поливая партию и экс-премьера грязью в СМИ. Слушайте, братцы, давайте правила игры соблюдать. Евгений Максимович стойко держит оборону. Я уверен, что люди не глупые, все понимают, о чем идет речь. Поэтому рано или поздно все выяснится. Лучше, конечно, рано, чем поздно. По жизни горжусь тем, что имел честь быть замеченным Евгением Максимовичем Примаковым. Я называю его одним из своих учителей. Нас связывало многолетнее общение и сотрудничество, основанное исключительно на взаимоуважении и взаимопонимании. Как говорят близко знавшие Евгения Максимовича люди, он был личностью и талантом такого масштаба, что легко мог бы сделать карьеру в любой сфере. И в принципе доказал это на практике, став еще в советские годы одним из лучших специалистов по Ближнему Востоку, блестящим журналистом, выдающимся ученым и директором Института востоковедения Академии наук СССР. Однако заниматься только наукой Евгению Максимовичу не довелось. Не то чтобы он рвался в бой к новым постам, политическим вершинам, скорее наоборот. Страной был остро востребован его организаторский талант, профессионализм и принципиальная позиция. Сначала, когда именно гражданскому Примакову пришлось спасать службу внешней разведки России. Затем он блестяще проявил себя на дипломатической службе. Примаков, можно сказать, при жизни стал легендарным министром иностранных дел. Коллеги говорят, что именно из уст Евгения Максимовича впервые прозвучала концепция современного многополярного мира. А вот, знаете, первый раз сформулировал принцип многополярности современного мира это Евгений Максимович Примаков.
стратегическое видение. Он смотрел всегда в будущее. Он мог заглянуть за горизонт. Это выдающийся человек был. Понимаете, потому что он был человеком энциклопедических знаний. Талантливый, можно сказать, гениальный коммуникатор, который умел устанавливать доверительные человеческие отношения, умел раскрывать собеседника, умел находить путь к его душе, умел быть понятным, говорить не заумным языком, а таким языком, который понятен в любом переводе, даже и не самым лучшим. Это очень ценилось, особенно на Востоке. Он был на своем месте в роли главы МИДа, но страна снова сказала «надо», когда в период острейшего политического и экономического кризиса только авторитетная фигура премьера Примакова могла спасти Россию от скатывания в пропасть. И он сделал практически невозможное. За короткие 8 месяцев остановил крутое пике в дефолт, возможно, самый жесткий и болезненный в истории страны. Не случилось. При премьере Примакове экономика России стала выруливать на полосу стабильного и поступательного развития. Как вспоминает Шамиль Агеев, Евгений Примаков при всей своей внутренней интеллигентности был достаточно жестким руководителем. В то же время умел доверять и спрашивать. Именно при премьере Примакове Татарстан продлил договор о разграничении предметов ведения и полномочий с федеральным центром. И вот в этих условиях Ментимир Шарипович выбрал единственно правильный путь. Путь, с одной стороны, поддержки национальных интересов Татарстана. Поддержки, я когда говорю национальных интересов, я не имею в виду только татарского населения, а вообще населения Татарстана. Понимаете? И в то же самое время, конечно, единство государства. При нем ведь было 50 на 50. То есть дать возможность регионам зарабатывать. И в этом отношении он очень серьезно и внимательно относился к Татарстану, как к региону, где всегда что-то может быть новое, но в то же время что-то можно от региона получить. Вместо «спасибо» кризис премьера Примакова тогда отправили в отставку. Как он признался позже, в тот момент его охватило два противоречивых чувства – обиды с одной стороны и облегчение с другой. И он, конечно, не мог уйти в науку, его знания, опыт, характер были нужны в политике. Его снова обливали грязью СМИ, и он снова находил поддержку среди соратников в регионах. Здесь, когда в Татарстане журналисты собирались, я его убеждал, что есть журналисты объективные. У нас в Татарстане объективно. Он к журналистам, к СМИ потеплел немного именно у нас в Татарстане на наших пресс-конференциях, которые начинались в торгово-промышленной палате. Государственник, патриот и при этом сторонник подлинного федерализма. Эти качества в Евгении Примакове сочетались органично, и он всегда очень убедительно обосновывал свою позицию. Государство должно быть единым, не унитарным, но единым. Речь идет о федеральном государстве. Это поддержка, где компактно проживают какие-то национальности, где они образуют какое-то государственное объединение. Внутри России, хочу подчеркнуть, внутри. Евгений Примаков как никто понимал, что для Российской Федерации, многонационального и многоконфессионального государства, сотрудничество с мусульманскими странами – мощный фактор внутриполитической стабильности и развития международных связей. В 2006 году Примаков и Шаймиев, два политических тяжеловеса, стали сопредседателями группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Позже, по инициативе президента Путина, эту группу возглавил действующий президент Татарстана Рустам Минниханов. Мне повезло, я имел возможность общаться с этим человеком. И он очень близок к нашему первому президенту. Евгений Примаков – человек планетарного мышления. К его голосу прислушивались во всем мире. Он всегда и всюду достойно отстаивал интересы России и ее многонационального народа. Ему много что не позволили сделать, несправедливые обвинения и клевета в СМИ подкосили его здоровье, но при этом Примаков очень многое успел и в науке, и в политике, и в экономике. Многогранная личность, человек энциклопедических знаний, мудрец и настоящий профессионал. Интеллигентный, душевный человек. Евгений Максимович остался в истории России истинным патриотом и выдающимся государственником. 29 октября ему бы исполнилось 90 лет. Он остается
и для меня примером глубокой, ответственной, деятельной любви к Родине, примером благородства, надежности и порядочности. Тимур Бекмурзин, Роман Безменов и Андрей Кузьмин. 7 дней. Наша общая обязанность – беречь его наследие, всегда слышать голос Примакова, сохранять великую память о великом гражданине России. Это слова президента России на открытии памятника Евгению Примакову в Москве. Я уверен, что память о победах и великих личностях страны должна быть такой же вечной, как и память о национальных трагедиях. 30 октября по всей России вспоминали жертв политических репрессий. «Волга народного горя» – так говорил о бесконечном потоке репрессированных Александр Солженицын. Это наш с вами исторический экзамен – сделать так, чтобы не разорвалась связь времен, чтобы помнили, знали, не забыли и не повторили. Напомню, что в годы репрессий в республике в заключении погибли почти 14 тысяч человек, а всего попали под кровавые катки большого террора более 50 тысяч наших земляков. Только в застенках печально известной исправительно-трудовой колонии номер 5, которая располагалась на территории современного Островграда Свияжск, умерли в годы репрессий более 2800 заключенных. Почти 1000 из них уроженцы нашей республики. Массовая гибель осужденных по политической 58-й статье была зафиксирована в колонии в Свияжске в годы Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствуют уникальные архивные документы, которые не так давно оказались в руках научных сотрудников музейного комплекса Свияжска. Программа «7 дней» стала первой, кому удалось ознакомиться с ними, чтобы помнили. Репортаж моей коллеги, внучки репрессированного Петра Дурнева Елены Горбунчиковой. Архангельское кладбище покой здесь обрели тысячи политзаключенных, расстрелянных и умерших в тюрьмах Казани. Точную цифру сейчас никто не может сказать. На 10 стелах мемориала памяти жертв политических репрессий увековечены имена только 2760 узников. Дата смерти – 1918 год, затем кровавые 37 и 38 годы. Семью Эбели из села Теньки, как членов фашистского диверсионного отряда, расстреляли в один день – 20 июня 1942 года. Спустя 20 лет все обвинения семьи поволжских немцев были сняты. Вот один, Чижевский. И вот мой родной дедушка. Мы русские. Вот, приехали в Россию и расстреляли. Все. Че? Советская власть такая была. Немцы, русские, татары, евреи, украинцы и представители других народов Советского Союза разных родов и сословий. По статье 58 УК РСФСР за антисоветскую агитацию, пропаганду и деятельность был вынесен приговор более 55 тысячам татарстанцев. Каждый 10-й из них был расстрелян или умер в заключении. Приговор исполнялся здесь, на Черном озере. Ровно 15 лет назад был установлен памятник, и теперь каждый год, 30 октября, сюда приходит казанский архитектор и автор памятника Ирина Аксенова, чтобы отдать дань уважения своему деду Петру Райкову, директору Казанской школы, арестованному в 1937-м. Его в тяжелом состоянии арестовали, и здесь в соответствующих условиях держали, и болезнь усугубилась. Но в 1939 году, благодаря своей вере, что ли, да, в партию, это был очень такой идейный, чистый человек и преданный своему делу, он попытался себя реабилитировать. Он обратился с доказательством, разбирая каждый аргумент, который здесь был приведен, и доказал, что он невиновен. В 1939 году его реабилитировали, но он уже был обреченным. То есть рак. Островград Свияжск в Татарстане – еще одно печальное место. В нынешнем здании Музея истории острова 1 сентября 1940 года начала свою работу исправительно-трудовая колония номер 5. Об этом рассказывают уникальные документы. Всего 2 месяца назад они оказались в руках музейных работников. В 3 папках вся история печально известной ТК-5. Теперь мы знаем, что узников охраняли 139 человек, среди них немало местных жителей. После войны взводом охранников командовал герой Советского Союза Михаил Красавин. Контингент политзаключенных в колонии именовали как «рабочий фонд». Перед руководством «пятерки» была поставлена задача максимально использовать труд заключенных, а вот условия, в которых они содержались, трудно было назвать человеческими.
Здесь воспроизведен интерьер камеры. Вот так вот выглядели нары, да, на которых сидели заключенные, и вот тени на стене напоминают как раз о том, что здесь в очень таком скученном виде находились заключенные, возможно, и на полу, конечно, да, они располагались, но несколько десятков человек. На момент прибытия в лагерь некоторые женщины были в положении. Для них при колонии работал дом младенца, только ухода за детьми не было никакого. Людмила Елисеева об этом знает уже не из документов, а из бесед с туристами. Это особенные туристы, которые приезжают сюда не на экскурсию, а чтобы вспомнить свое детство, проведенное за колючей проволокой. Моменты были интересные, страшноватые даже, можно сказать, потому что огромное количество крыс водилось в доме младенца. Диалог такой в тюрьме происходит о том, что вот они пришли покормить, и женщина по имени Зоя, когда распеленала своего ребенка, раздался дикий крик. И когда все подошли, они увидели, что пяточку крысы отгрызли. Многочисленные проверки, что проводились в колонии, не приносили результата. В тюремной столовой антисанитарные условия, заключенные справляют нужду прямо около входа. В 1942 и в 1943 годах отмечается массовая гибель заключенных от дизентерии, голода и пелагры, тяжелой формы авитаминоза. Воровство процветало. Вот. В том числе и были замешаны и люди, начальники каких-то отделов. Например, заключенный командует складом, а он его просит там 400 грамм масла ему отпустить, хотя это не полагалось. А как откажешь начальнику, да? ИТК-5 по смертности занимает первое место среди лагерей. На момент проверок в тюремной больничке насчитывали до 500 заключенных, многие из которых впоследствии так и не оправились от болезни. По данным редакции книги памяти жертв репрессий Татарстана, в колонии умерло более 2800 человек. Останки 900 заключенных сейчас покоятся около стен Свияжского монастыря. Самый молодой – это у нас татарин, мальчишка, вот он, Хисамуддинов. 14-летний мальчишка шел по улице Баумана, видит в эмке на заднем сиденье патефон. Ну, он его через окно, видимо, и попытался утащить. Поймали. Оказалась машина майора НКВД. Короче говоря, мальчишку осудили в попытке украсть оружие, поэтому через полгода он умер от голода. Интересная закономерность. Большинство монастырей православных, будучи закрытыми после революции, со временем были превращены именно в лагеря в системе ГУЛАГ. Это не исключение для Свияжска. Здесь такая какая-то дьявольская такая насмешка, такие святыни, святые места, построенные для спасения душ, были превращены со временем в страшные вот такие лагеря, темницы, в которых погибли тысячи людей. Самые пожилые узники ИТК номер 5 – свияжские монахи. Для них храмы монастырские стали тюремными камерами. В годы репрессий в Татарстане было арестовано более 2700 священнослужителей разных конфессий. Более половины из них – православные. И практически каждый день в православном календаре есть память того или иного святого мученика. Каждый день мы совершаем поминовение, службы святым новомученикам и исповедникам российским. И мы надеемся, что этот подвиг святых мучеников, он станет большим уроком для нашего народа, уроком верности, вере своих предков. На территории монастыря и самой колонии работали швейный и коврово-ткацкий, скорняжный и сапожный цеха. Все не перечислить. Успенский собор служил складом готовой продукции. Под неусыпным взором святых хранились ватные штаны и телогрейки, сшитые заключенными для бойцов Красной Армии. Об этом музейные сотрудники узнали из документов, что получили в свое распоряжение. В ближайшее время эти пожелтевшие листы станут доступны и туристам Свияжска. Вот там звезда под Архангельском, видите, это первый лагерь там появился. Вот у нас лагерей 427, но это еще не все. А вот на этой карте только 258. То есть на самом деле карта была бы, вся красная была бы, она была бы вся красная. Амина Залиалиева – создатель первого и единственного в Казани музея, посвященного сталинским репрессиям. Она сама, дочь репрессированных, родилась в Амурской области, где отец отбывал наказание на лесоповале. Среди музейных экспонатов есть и документы ее семьи. Открыть музей именно в стенах 71-й Казанской школы было ее принципиальным решением. Пожилые все знают, они пережили это, для них это боль. Им это, знаете как, только лишняя травма. Это школьникам надо. Время-то какое, видите, какое неспокойное.
Поэтому, чтобы молодежь знала, ценила эту жизнь, да, и старалась жить так, чтобы больше такого не повторилось. Елена Горбунчик, Роман Безменов, Андрей Ключников. 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите после рекламы. Город Набережные Челны должен стать родным городом для приехавших людей. Это вне конкурса, дети вне конкурса. Вся земля буквально занята панамками, рубашонками. В общем, одна детвора. От А до Р. ТССР 80-е или как увеличивали брачность. Во время очередного отпуска Рустама Минниханова, исполняющий обязанности президента Татарстана, премьер-министр республики Алексей Песошин 31 октября 61 наиболее отличившимся татарстанцу вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. В своем приветственном слове Алексей Песошин отметил, что вручение наград было приурочено ко Дню народного единства, а многолетний исторический опыт показал, что только единение российского народа приводит к стабильности в стране и ярким победам на международном уровне. 2 ноября премьер-министр Республики Татарстан посетил сельскохозяйственную ярмарку, организованную на территории агропромышленного парка «Казань». В этом году ярмарки в Татарстане стартовали 14 сентября и продлятся до 28 декабря. По итогам 2018 года, с учетом весны нынешнего года, на организованные в республике торговые площадки было завезено продукции на общую сумму 2 миллиарда рублей. В этот же день Алексей Песошин принял участие в акции «Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Твой выбор». Во время своего выступления премьер-министр заявил о том, что руководство Татарстана уделяет большое внимание взаимодействию с подшефными воинскими частями, а работа по комплектованию военнослужащими по контракту организована на самом высоком уровне. Затем поблагодарил руководство Минобороны Российской Федерации, в частности, главнокомандующего сухопутными войсками Олега Сулюкова, за то, что Татарстан во второй раз был выбран местом проведения акции. Мы продолжаем программу «7 дней». Чувствительная и непростая тема, говорить о которой надо, потому что это вопрос достойной жизни для самых тяжелых пациентов. Паллиативной помощи в стране нуждаются каждый год больше 1 миллиона человек, но получают ее только около 200 тысяч. Воспользоваться тем, что уже есть, могут десятки тысяч человек, но даже они не всегда знают, куда идти и что делать. Порой, сталкиваясь со страшным диагнозом, люди впадают в растерянность, а то и вовсе опускают руки. Помимо психологической боли испытывают страшную боль физическую, боль, которую нельзя терпеть. В Казани уже много лет есть такое место, где помогают даже стены. Последние месяцы, дни или часы в окружении близких и родных, не отказываясь от привычек и простых радостей жизни, которые именно в этот момент наиболее ценные. Нуждающиеся могут провести в казанском хосписе. Что самое удивительное, не все знают о его существовании. Люди обращаются в Москву в отчаянии найти поддержку, не подозревая, что помощь находится рядом. Врачи, няни и волонтеры выездной паллиативной службы помогают сотням семей, оказавшихся в беде. Ведь помощи и поддержки нуждаются не только сами онкобольные, но и их родные и близкие. Диляра Юсупова продолжит. Это у нас сделана поделка из зефирной глины. Наши девочки, онкопациентки, делают вот такие вот шикарные вещи своими руками. Никаких мрачных мазков и темной краски. Трудно представить, что все эти работы – дело рук людей, столкнувшихся с тяжелой бедой. Людей, которые удивительно, но продолжают жить и радоваться этой жизни. Однажды они собрались вместе и прямо так и назвались – Безберге. Сейчас их порядка 3000 человек. Мы порой, вы знаете, к онкобольным относимся как-то иначе, как к приговоренным, как к смертникам. Вот такого не должно быть в обществе. Нас жалеть не надо, мы активно работаем, мы творческие люди. Есть и наши волонтерские группы, которые занимаются не только своим личным здоровьем, но в то же время очень многим людям помогают. Надо жить, надо радоваться, что есть солнце. Какая женщина не хочет хорошо выглядеть, когда ее снимает камера? Неважно, что не всегда хватает сил. За кадром Каусырия Матросова причесывает волосы, которых уже не так много, как раньше. Сейчас она в стадии ремиссии. Говорит, лучшее лекарство – любовь к жизни. Но откуда взять эту любовь в бесконечной череде врачей, приступов и приема лекарств?
В казанском хосписе медики ставят пациентке капельницу, которую она, наверное, могла бы поставить себе дома, но говорит, что здесь это совсем другое. Здесь и морально легче, и физически помогает. И морально то, что знаешь, что плохо тебе станет, сразу же придут, тебе помогут. Попала я сюда с сильными болями, я лежала дома, умирала, делала себе обезболивающее сама. И пожелтела вся, и поехала в больницу, потому что уже от безысходности думала, что я дома уже все, умру. Приехала в онкологию и попросила, говорю, ну хотя бы что-нибудь мне сделайте. Потом взяли анализы, ничего, и потом я уже говорю, хотя бы в хоспис меня положите, пожалуйста, сама. В казанском хосписе пациенты не чувствуют себя как в больнице. Здесь не пахнет лекарствами, можно есть любимую еду или засиживаться с родными допоздна. И если здесь плачут, то точно не от боли. Врачи ни за что не дадут ей вернуться. Маленький Давид сейчас спит. Его мама пришла в хоспис не только снять болевой синдром, но и просто отдышаться. Нас из-за судорог не берут реабилитационные центры. Вот, а сюда как больше передышка и для ребенка, и для меня. Жаль очень, что в Татарстане по России езжу на консультации по больницам. Ни один врач не посоветовал, не рассказал о том, что есть хоспис в Казани. То есть мы узнаем это через кого-то, через мамочек. Марина ловко может отмерить нужную дозу, чтобы снять приступ эпилепсии. Любая передозировка опасна. Лекарство она покупает по рецепту. Ей повезло. Препарат можно заказать, но так происходит не всегда. Зачастую та же скорая помощь отказывается колоть наркотические анальгетики, боясь уголовной ответственности. Родители идут на преступления сами, покупают средства через нелегальных перекупщиков. Россия на днях одержала в этой схватке с законодательством небольшую, но победу. В страну прибыл самолет с первой партией незарегистрированного в стране лекарственного препарата Фризиум. Нуждающиеся смогут получить его до конца следующей недели. Уютный дом, где не так страшно, не так больно и не так одиноко, действует в Казани давно. Настолько давно, что когда появляются вот подобные сообщения, становится просто странно. И вот пришла смс-ка из Москвы. Но это же не первая смс-ка, когда мне московские коллеги говорят о больном здесь, в Татарстане, и просят принять. Вы понимаете, это дело до абсурда. Информационная безграмотность часто приводит к необратимым последствиям. Тяжелобольная женщина, сообщение которой пришло из Москвы, скончалась в хосписе на 5-е сутки. Мы 5 районов обслуживаем, мы просто говорили, что есть хоспис, что это. Ну, вроде, да, нужен ответственный человек, который внес этих пациентов. Ну, работать, очень трудно. Ну, знаете, нагрузка большая на врачей, я так думаю, нагрузка большая. И лишний им, по идее, конечно, за бесплатно он будет работать я просто обращаюсь, коллеги, пожалуйста, информируйте пациентов, кто в этом нуждается. Боль, которая приходит не по графику с одной стороны, длинный путь через врачей в больнице с другой. Длинная цепочка из терапевтов, обследований, хирургов часто лишает и сил, и желаний, но по-другому никак. Сначала записываешься на получение талона, потом через 20 дней талон получаешь, потом через 20 дней только попадаешь. Самое главное же вовремя продиагностироваться при любом заболевании, особенно при онкологии. Онкология тут диагноз вовремя поставить – это огромная доля успеха. Потому что когда хирурги открывают и говорят, что неделю раньше приди, вы представляете, неделю. Врачи объясняют, это порядок, который необходим. Но даже если пациент сразу обратится к ним напрямую, уверяют, что примут. Двери онкологического диспансера открыты для пациентов, мы открыты для лечения. Но мы должны понимать, что пациент должен прийти к нам дообследованный. Как 3-й уровень, последний уровень уже получения специализированного лечения. Все же мы должны дифференцировать злокачественную патологию и доброкачественную патологию на 1-м и 2-м уровне в первичной сети. Примут и в хосписе бесплатно, в любом возрасте, но на определенный срок – 2 недели. Места ограничены, и болевой синдром, если говорить об условиях, в приоритете. Там тоже врачи, которые не только не испугаются назначить нужные лекарства, но и обнимут, дадут выговориться, вместе встретить праздники. Этому не учат в медицинском университете, таких людей постоянно не хватает. Но когда они рядом, как-то сразу становится понятно, что хоспис – это, конечно же, про жизнь. Хоспис. Еще недавно это название звучало страшно и отпугивающе, но те, кто работает с паллиативной помощью, сегодня доказали. Хоспис – это не там, где люди умирают, а там, где живут, без страха и в любви.
Научиться не бояться можно прямо сейчас, позвонив по номеру, который вы видите на экране. И может тогда вместе куда проще будет найти свет в этом темном коридоре. Диляра Юсупова, Андрей Мохов и Андрей Ключников. 7 дней. Бурное обсуждение в СМИ и социальных сетях вызвало на этой неделе сообщение в одном из телеграм-каналов. В сети появилась якобы копия документа, которая была разослана главам районов Татарстана, Министерством труда, занятости и социальной защиты. В нем руководителей просят разработать меры по увеличению брачности. То есть, шучу, вот как выглядит этот документ. Из него следует, что районы должны проанализировать количество одиноких мужчин и женщин в возрасте до 30 лет, выяснить все причины нежелания вступать в брак и попытаться понять, с чем связано откладывание рождения первых детей в молодых семьях. И вот эта фраза, что вызвала особый интерес. По итогам анализа чиновников на местах предстоит принять меры по увеличению брачности и направить отчет о проделанной работе. Вы знаете, я даже представил себе бедного главу администрации, который сидит за столом, держится за голову и пытается понять, как же он увеличит брачность в своем районе. Мы не будем сегодня разбираться в истинности документа, был он или нет. Вполне возможно, что действительно документ реальный, так как с демографией в стране пока все очень сложно. Мы отошли от края пропасти, но все же медленно вымираем. В числе сложных и нерешаемых проблем женщин в России больше, чем мужчин. В процентном соотношении доля мужчин составляет 46%, а женщин, соответственно, 54%. Женятся, если и женятся, теперь намного позже. В 90-х в ЗАГС спешили люди от 18 до 24 лет. Теперь те, кому от 25 и до 34 лет. По данным Минсоцзащиты, в республике большое количество одиноких людей до 30 лет. Их больше всего в Тукаевском, Атнинском и Новошишминском районах. Так что разработать меры по увеличению брачности – задача, думаю, совсем нелегкая, не говоря уже о рождаемости. Впрочем, не будем только о грустном. Сегодня в рубрике «Неделя в столетии» вспомним о 80-х годах, когда Татарстан бил рекорды по рождаемости. Кстати, помните 1 сентября этого года, когда Дмитрий Медведев удивился тому, что в одной из казанских школ есть класс с буквой «Л». Так вот, дорогие наши зрители, предлагаю посмотреть репортаж Светланы Спириной. Там есть еще чему удивиться даже премьер-министру страны. В вашей семье появился новый человек. Мы его гордо называем Камазенок. Расти, дитя. Отчизне на славу, людям на радость, отцу и матери на счастье. Гордись тем, что ты дитя великой страны Советов, страны прекрасных традиций и смелых дерзаний. Разрешите в этот прекрасный день поздравить вас и в соответствии с законом Российской Федерации о семье вручить свидетельство о рождении. Именно так поздравляли молодую челнинскую семью Ахмедзяновых с рождением дочери Камазенка Диляры. В скором времени город Набережные Челны стал первым в Российской Федерации по рождаемости. Здравствуйте. Это Хакимов, горисполком, заместитель председателя. Вот, Вадим Геннадьевич, от имени всех женщин и детей давайте мы отложим все наши другие вопросы, где-то исключение сделаем в данном случае. Это вне конкурса, дети вне конкурса. Внимательнее, внимательнее нужно говорить, ребята. Второй звук. 80-й год. Демографический бум, конечно, объясним. С начала 70-х на ударную стройку гигантского по размерам КАМАЗа ежегодно приезжали десятки тысяч людей со всего Советского Союза. 35-тысячный город до КАМАЗа уже к 1990 году достиг отметки в 500 000 человек. А ведь планировалось, что жителей здесь будет примерно 350 тысяч. Все строители, комсомольцы, добровольцы, что успевали все. Рождался город, рождались люди. Челны – это детские лица повсюду. Малыши, малыши. И вот я живу в доме, в котором почти 1000 квартир, на 8-м этаже. И вот когда выглянешь во двор, и надо добавить, что во дворе еще 2 садика у нас. Вот. И здесь просто получается, что, значит, вся земля буквально занята панамками. Вот.
рубашонками. В общем, одна детвора. Если в 1971 году в Набережных Челнах жили 55 тысяч человек, то через 2 года уже 126 тысяч, а к 80-му году более 300 тысяч человек. Назвать демографические рекорды случайностью, мол, приехала молодежь строить город и вот результат? Нет. Вы только послушайте и посмотрите, как увеличивали ту самую брачность и как думали о рождаемости тогда. Может, и нет необходимости что-то изобретать. Для нас это проблема, и мы вынуждены ее решать вот таким способом. Созданием отдельных детских городков детских учреждений. Хотя это противоречит норме санитаров. И они-то как раз были против, потом согласились, что это временное явление. Но назревает и вторая сторона дела. Через несколько лет, скажем, через 5 лет, начнется убыль детского населения, значит, в детских садах и перенаселение их в школах. И мы уже думаем о проблеме создания дополнительных школ, и не исключена возможность, что надо искать новые площади. Вот она, стратегия развития нового города. Знакома? А вот и та школа, что сегодня могла бы удивить людей на самых высоких постах. Сегодня будем мы с вами рисовать, каким будет наш город в будущем, через много лет. 16 первых. От А до Р. А в городе десятки школ. Люди приезжают на новое место. Здесь они создают семьи. И город Набережные Челны должен стать родным городом для приехавших людей. И в этом плане, конечно, большая задача городских организаций, и городского комитета партии, исполкома горсовета. А может быть, еще что-то увеличивало показатели? Мы несколько раз пересматривали этот удивительно добрый фильм из архива ТНВ. И, возможно, секрет семьи и семейного города был и в этом тоже. А вот бригада Филимонова, поднимая этот дом, уберегла клен, который неминуемо должен был погибнуть. Уберегла, чтобы завтра он заглянул в чье-то окно. В канун 60-летия советской Татарии столица республики принимала в свою семью миллионного казанца. А в это время Казань особо трепетно ждала рождения еще одного малыша. С его первым детским плачем столица ТАССР стала 20-м городом с миллионным населением в стране и имела полное право на строительство метрополитена. Право, правда, реализовалось гораздо позже. Новорожденный Ирик Мустафин. Он родился 30 октября 1979 года. В подарок семье двухкомнатная квартира. Отец работал водителем, был татарином. Мать работала на швейной фабрике, была русская. Ну, вроде как оба из рабочей крестьянской семьи. Интернациональная семья. Ну, вот результат. Судьба малыша, что родился под счастливой звездой, оказалась не столь счастливой. Родителей уже давно нет в живых, сам Ирик интервью теперь дает только за вознаграждение. Одно из последних его общений с журналистом состоялось 2 года назад. Родители почти ничего не говорили о главном событии в их жизни, и фактически Ирик узнал о том, что он герой города, только став уже взрослым. Сколько жителей было в Казани к моменту образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики? В каком году? 60 лет назад. 60 лет назад? Ну, вообще-то, 60 лет назад, по-моему, Казань был достаточно крупным городом всегда. И население, наверное, тоже было, наверное, большое. Сколько приблизительно? Ну, если сейчас миллион, то, ну, может быть 600 тысяч, где-то так. Ну, 60 лет назад, конечно, я, может быть, и не скажу. Наверное, 1200-150 было. К 1920 году в Казани насчитывалось 125 тысяч жителей.
Вот так через 60 лет после провозглашения столицей ТССР, 40 лет тому назад, Казань стала городом-миллионником и сохранила этот статус и по сей день. Если в 80-х таких городов в стране было 20, то по результатам переписи 2010 года их осталось 12. Сегодня в России 15 миллионеров, и эта статистика часто меняется. Новичками рейтинга стали Красноярск и Воронеж, а вот Волгоград и Пермь то попадают в этот список, то выпадают из него. Светлана Спирина, 7 дней. На этой неделе татарский детский канал Шаян ТВ отметил свой первый юбилей. Ровно год тому назад в медиапространстве заработал национальный детский канал с круглосуточным вещанием на татарском языке. Сегодня сотрудники канала признаются, что это было сложное, но тем не менее очень интересное и познавательное время. Они работали и учились на своих ошибках. Они постигали все новое благодаря своему упорству и настойчивости. Нужно отдать должное нашим юным и опытным уже коллегам, режиссерам, монтажерам, редакторам, ведущим детских программ, так как именно на них, на подрастающее поколение, сегодня возложена эта миссия по сохранению и развитию родного татарского языка, национальной культуры и образования. И что важно, эту миссию они несут с достоинством, получая радость и удовольствие от своей работы. На самом деле, детское телевидение – это очень специфичный продукт, который требует огромных сил и затрат, начиная с телевизионного оборудования до красочного оформления студий и павильонов, создания собственного телевизионного контента. Но у Шаян ТВ есть одно главное преимущество перед своими многочисленными коллегами, российскими детскими телеканалами. Это единственный детский канал, работающий на татарском языке. Свой первый и такой важный юбилей Шаян ТВ отметил также весьма оригинально. 31 октября в Казани в Театре кукол «Океат» прошло масштабное мероприятие – гала-концерт телевизионного музыкального проекта «Сейлян». Участвовать в конкурсе решили около 1000 маленьких татарстанцев. По решению жюри только 30 человек прошли в следующий этап проекта. Итоги подвели на этой неделе. Подробности у Эльзиры Юзаевой. Вот что значит детская непосредственность. За кулисами царит заметное оживление. До выхода на большую сцену остаются считанные минуты, а юные артисты заняты своими неотложными делами. Ты представляешь себе, что вот ты выйдешь такая на сцену, и все просто ахнут? Да. Поправить грим, прическу и вперед. Для многих из них это выступление далеко не первое, потому маленькие звезды в новом образе ощущают себя весьма комфортно. Откуда это у тебя? Это у меня от бабушки. Она очень у меня красиво поет народные песни, татарские. И мы с ней, когда я к ней приезжаю, мы с ней иногда поем. Ой, Сейлян в переводе с татарского означает «бисер». В отличие от многих известных вокальных конкурсов, в конкурсе Сейлян участники получали не баллы, а виртуальные бусинки. Чем больше заработаешь очков, тем увесистее будет твое воображаемое ожерелье, которое увеличивает твои шансы на победу. Ой, бал-бала, ой, бал-бала, по условиям конкурса каждый юный артист должен был показать свою изюминку в разных вокальных жанрах. Участники пели и фолк, и джаз, и даже акапелла. Так на конкурсе «Сейлян» знаменитая песня Людмилы Зыкиной «Течет река Волга» обрела новое татарское звучание. Для участия в конкурсе было принято свыше 1000 заявок. По решению жюри 30 человек прошли следующий этап. В течение месяца на сайте канала Шаян ТВ проходило онлайн-голосование, где зрители могли отдать свой голос за того или иного полюбившегося им участника. В итоге 16 человек прошли в полуфинал. Из них ровно половина, 8 человек, стали финалистами и самым настоящим украшением гала-концерта.
Для самих же молодых артистов и их родителей фестиваль «Сейлен» стал незабываемым приключением. Ведь они не просто готовились к вокальным номерам. С участниками конкурса на протяжении всего месяца проводились различные мастер-классы. Им ставили голоса, учили актерскому мастерству, а знаменитые стилисты даже давали свои модные рекомендации. Ничек жырға дұрыс костюм сайларға? Холық сенің жырынығына түгіл, ул сені бірінші көре, ул сеңа қарағанда, ул тулы бір образны көре, һәм сен аңа бүтін дүнияң белән, бүтін сүзің, һәм мимика белән, қияфәтің белән сен ул жырны бирергә тиеш. Чему тебя, вот, как ты думаешь, научил этот конкурс? Хорошо себя вести на сцене, не волноваться, работать с публикой, как работать с камерой. Звездными наставниками юных дарований были известные эстрадные певцы и артисты, такие как Зайнаб Фархаддинова, Эльмира Калимуллина, Айдар Сулейманов, Артур Исламов и многие-многие другие. Очень важно поддержать, очень важно верить, развивать, никогда не останавливаться и с легкостью, но с трудолюбием относиться к своему делу. За спиной ребенка нашего поддержка всей семьи, педагога, бабушек, дедушек, естественно. То есть все поддерживают, все работали, все помогают в этом проекте. Между прочим, очень даже нелегком. Ребенок раскрепощается, у ребенка появляется больше друзей, больше общения. И самое главное, со стороны телевидения Шаян ТВ, конечно, очень прекрасная команда, которая всегда нас поддерживала. В первую очередь конкурс нам всем дал возможность увидеть своих детей, наверное, с другой стороны, поскольку все они были очень мужественные, очень стойкие, очень много было творчества, дети учили новые песни. Этот гала-концерт стал самым настоящим праздником. Так, первый детский татарский телеканал «Шаян ТВ» отметил свой первый и такой значимый юбилей. Организаторы фестиваля признаются, что по большому счету «Сейлен» – это не просто конкурс, это яркий праздник радости и таланта. Прошедший с таким успехом, он явно имеет все шансы на продолжение. Все начинается с детства, с мечты, с желания. И если поддержать вовремя вот это вот горение ребенка, заниматься творчеством, петь в данном случае, то дальше уже, мне кажется, будет результат и будет рост. Потом мы уже можем наблюдать артиста, большого артиста. Эльзира Юзаева и Андрей Ключников. 7 дней. Нинди матур, талантлы балалар. Безнең милләтнең киләчәге бар дип сокланып карадым. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте! В течение всей предстоящей недели будет чувствоваться приближение зимы. Погода в Татарстане нестабильна. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана небо на всю неделю затянут облака. В понедельник и во вторник ожидается снег и 1-3 градуса выше 0. Со вторника немного потеплеет до +6 и пойдет дождь. К субботе температуры вновь опустятся до отметки 0 градусов. На юго-востоке Татарстана аналогичная ситуация. В понедельник и во вторник ожидается снег. Со среды возможен дождь. Температуры вновь будут колебаться от отметки 0 градусов до +7. В центре республики с начала недели вплоть до воскресенья дождь со снегом будут чередоваться. В начале недели до +8. К выходным похолодает до 2-3 градусов выше 0. На юго-западе Татарстана понедельник встретит жителей снегом до +2. Однако вся неделя обещает быть пасмурной. В среду температуры поднимутся до отметки +10. К выходным прохладнее, 3-4 градуса выше 0. На северо-западе республики, а также в Казани, небо затянет облаками. В понедельник и субботу возможен снег. В остальные дни пасмурно, возможны осадки в виде дождя. Температура воздуха не опустится ниже отметки +1. Более подробный прогноз погоды смотрите ежедневно на ТНВ. До свидания!
Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.